Здравствуйте! В эфире Баласагын ТВ «Джумалык». С итогами недели Национального университета ознакомлю вас я, Айпери Джаудзбекызы. Самый лучший элемент в рекламе – это правда. Какую же правду обсуждали на круглом столе по маркетингу? С участниками мероприятия встретился корреспондент Тилек Тухтаналиев. Сегодня, 31 января, в Кыргызском национальном университете прошел круглый стол на тему «Маркетинговая деятельность в развитии и продвижении компаний. Выработка соответствующих компетенций у студентов». Цель круглого стола – обсуждение в широком кругу представителей государственных органов, бизнес-структур, работодателей, родителей и обучающихся, проблемы формирования модели выпускника, будущих специалистов в сфере бизнеса, маркетологов, логистов. На сегодняшний день наша кафедра готовит специалистов. Это единственная практически кафедра в Кыргызстане, которая готовит специалистов по специальности маркетинг. Маркетинг, коммерция, логистика и все, что с этим связано. Это очень востребованные профессии на сегодняшний день. И в связи с тем, что в последнее время при развитии современности нашей, скажем так, рынок развивается неумолимо быстро. И получается так, что наши выпускники должны сами бороться после окончания вуза за свою, скажем так, трудоустраиваемость. В связи с этим наша кафедра, профессорско-преподавательский состав, я, деканат и вообще вуз в целом, мы считаем, что нужно вести тесную работу с работодателями. Мы сотрудничаем с очень многими партнерами, как здесь, в Бишкеке, допустим, на севере Кыргызстана. Также сейчас на сегодняшнем мероприятии мы подключаем и юг Кыргызстана, потому что одним из участников нашего круглого стола будет являться вице-мэр города Ош, потому что очень много студентов у нас приезжают учиться с регионов также. Кроме того, у нас будут работодатели зарубежных стран, Казахстан, Узбекистан, так как у нас идет дистанционное обучение, очень много студентов оттуда. Приехали, вернее, даже уже сегодня будут участвовать у нас на круглом столе, получается, с Турции Музафер Бей, который также является работодателем по трудоустройству наших студентов в Турции уже. Поэтому круглый стол сегодня, и мы определили эту тему: маркетинговая деятельность в развитии и продвижении компаний, выработка определенных специальных компетенций у студентов. Сегодня именно определили тему такой, для того, чтобы совместными усилиями попытаться выявить проблемы наши, с которыми мы сталкиваемся на рынке, и, возможно, какие-то вместе составить проекты, которые мы в дальнейшем сможем реализовать вместе, вуз и работодателем, для того, чтобы помочь нашим выпускникам быть более конкурентоспособными на рынке. Ну а это, в свою очередь, привлечет, конечно, и к нам студентов больше при профориентационной работе. Соответственно, и вуз получает очень огромную выгоду от этого. В ходе круглого стола предполагается обсуждение следующих актуальных вопросов: в особенности развития маркетинговой деятельности предприятий Кыргызстана, проблемы условий профессионального образования и подготовки специалистов по маркетингу, адаптированных требованиям рынка труда, условия и способы оптимизации управления качеством подготовки конкурентоспособного специалиста, создание партнерства, условий и форм взаимодействия работодателей и вуза при подготовке специалистов по направлению маркетинг. Тилек Тухтаналиев, Баласагын ТВ. В век инновационных технологий техника создает все условия для полного обучения. Одна из аудиторий, оснащенная всеми техническими средствами, находится в главном корпусе Национального университета. Подробнее ознакомит наш корреспондент. Сейчас мы находимся в Кыргызско-турецком ресурсном центре имени профессора Азиза Санжара, лауреата Нобелевской премии. Этот центр был открыт 7 июля 2017 года при поддержке турецкого агентства по сотрудничеству и координации. Прямо сейчас мы узнаем, насколько этот центр полезен для Кыргызского национального университета. Кыргызско-турецкий ресурсный центр направлен на внедрение новых информационных технологий в сфере высшего образования и формирования высокопрофессиональных специалистов. По словам преподавателей, техническое оборудование, установленное в Кыргызско-турецком ресурсном центре, создает все условия студентам для получения хороших знаний. В учебном процессе применения информационных технологий, компьютерных технологий, другое оборудование, особенно для обучения студентов информационных технологий, бизнес-информатики, очень здорово помогает проведение занятий в этом классе.
Почему? Потому что здесь установленные компьютеры, они оснащены современными требованиями, то есть отвечают современным требованиям. Использование в проведении лекционных занятий, интерактивные доски, использование его возможностей, изменение слайдов, какие-то надписи делать преподавателю, лектору, профессору делает очень удобно. И также я считаю, что студентам она более понятна, чем на пальцах рассказывать какой-то теоретический материал. Вот имея такой кабинет, очень удобно стало преподавать. Сейчас, правда, у нас в КНУ вот идет реорганизация, мы получили новые компьютеры, и другие классы будут вот подобного типа. Вот, но этот класс мы уже вот второй-третий год мы в нем занимаемся, наш факультет и именно наша кафедра, и я тоже. Вначале мы занимались только с магистрантами, а сейчас вот мы занимаемся и с бакалавриатом. Вот, и, конечно, очень удобно, потому что, во-первых, здесь имеется доступ и к локальному серверу, где находятся наши все электронные образовательные ресурсы. Во-вторых, значит, здесь есть и интерактивная доска, здесь есть проектор, здесь установлено очень хорошее программное обеспечение, установлено все, что нам нужно для того, чтобы можно было преподавать наши предметы. Также на сегодняшний день преподавательский состав вуза получает возможность проводить онлайн-конференции, встречи, мастер-классы с участием известных зарубежных ученых и специалистов разных областей. Кабинет Нам очень удобно учиться и получать знания в этом кабинете, так как он оснащен новыми современными технологиями. Потому что новые компьютеры, все это все равно как-то работает лучше, чем в старых кабинетах. Здесь проходим мы электротехнику, компьютерную графику проходили. Функционирование Кыргызско-турецкого центра позволило ученикам более углубленно осваивать предмет, а также наличие оборудования дали студентам возможность максимально пользоваться своими знаниями на практике. На сегодняшний день университет оснащен передовыми технологиями, что способствует эффективному обучению. Пожелаем успехов нашим студентам и надеемся на хорошие результаты в освоении профессии. Айпери Тимирова, Ильгиз Исаков, Баласагын ТВ. В мире обсуждается проблема коронавируса, которая набирает все больше обороты. Статистика зараженных загадочным вирусом растет. По этому поводу Кыргызско-китайский факультет организовал профилактическую лекцию о защите и предохранении от этой эпидемии. 3 февраля 2020 года в Малом актовом зале главного корпуса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Кыргызско-китайский факультет организовал лекцию о коронавирусе и его профилактике. На лекции студентам Кыргызско-китайского факультета дали дополнительную и более подробную информацию о вспышке вируса. Вспышка болезни, начавшаяся этой зимой в Китае, вызвана ранее неизвестными штаммами коронавируса. Сообщения о людях, заболевших пневмонией неизвестной этиологии, начали поступать из китайского города Ухань, который на данный момент является эпицентром зараженных. Плотность населения города составляет 12 миллионов человек. Сегодня мы хотели бы донести до наших студентов, и в особенности до Кыргызско-китайского факультета, потому что наш факультет, по сути, все связаны с Китаем. И многие наши студенты мечтают попасть в Китай на учебу. Вот скоро начнутся уже конкурсные экзамены в Китае. Поэтому они переживают, конечно. И в этом смысле, что вот сегодняшнее мероприятие, мы на нем должны дать какие-то разъяснения. С одной стороны, чтобы не было паники, а с другой стороны, чтобы было осознание того, что все-таки это такое явление, которое надо быть осторожным, надо себя защитить, надо защитить свою семью, и в первую очередь надо повышать свой иммунитет. Вот об этом сегодня мы должны говорить. Преподаватели выразили беспокойство о студентах Кыргызско-китайского факультета, находящихся в Китае, и отметили, что большая часть вернулась в Кыргызстан. На лекции рассказали, что наиболее эффективным способом избежать заражения является профилактика. Составлен перечень первоочередных профилактических мер. Избегать контакта с людьми с признаками ОРВИ, чаще мыть руки, по возможности избегать контакта с домашними и дикими животными. При появлении признаков простуды увеличить дистанцию со здоровыми людьми. А ношение медицинских масок, к которому массово прибегают жители Китая и Азии, не относится к числу действенных способов профилактики. Эрнисов Биктур, Данияр Улаукул, Жылдызбек Айпери, Баласагын ТВ.
Говорится, в учении нельзя останавливаться. Также не останавливаются студенты факультета журналистики. Медиашкола Кабар-Азия совместно с Национальным университетом организовал трехдневный тренинг. Подробнее в следующем репортаже. С 28 по 30 января 2020 года в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына студентам факультета журналистики медиашкола Кабар-Азия провел журналистский лабораторий J-Lab по созданию кэпшн-видео в курсе по развитию новых медиа и цифровой журналистики в Центральной Азии. Участникам тренинга были студенты с 1 по 3 курс, которых обучали созданию видео для социальных сетей. Расскажите вкратце, что такое медиашкола? Медиашкола? Так. Короче, наша медиашкола для того, чтобы мы смогли в университетах, где еще осталась кафедра журналистики, помогли этим студентам научиться делать современный контент. Современный контент, но в нашем случае мы учим делать видео для соцсетей. Мы называем их caption-видео, это видео, где есть титры, субтитры. Именно такие видео сейчас, они очень востребованы, актуальны, и мы хотим научить студентов делать такие видео, потому что если они научатся делать такие видео, они смогут на этом реально устроить хоть на работу с помощью таких знаний, и даже сделать деньги, прямо уже находясь в университете. Понравилось ли вам работать со студентами нашего университета? Да, ваши студенты очень клевые, вот прям реально большой потенциал. Вот то, что мы сегодня видели сейчас в финальных работах, по крайней мере, то, что сейчас я смотрел, у ребят очень большой потенциал. Если, мне кажется, они не остановятся, дальше будут учиться, мне кажется, у них много чего может крутого получиться. Тренинг длился на протяжении 3 дней. За это время студенты обучались теории, а также закрепляли весь пройденный материал практикой. После ускоренного курса студентам выдали сертификаты о базовых знаниях по созданию кэпшн-видео. Бектур Ирнисов, Айпири Джилдызбекова, Баласагын ТВ. Это были самые важные и актуальные новости недели Кыргызского национального университета. Не пропустите наши следующие выпуски и будьте в курсе всех событий.